Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на второй продолжающейся неделе наших региональных лекториев Русского географического общества. Для тех, кто впервые в нашем мероприятии участвует, это акция, наша новая просветительская акция, которая посвященная 69-летию регионального отделения РГО. Оно будет отмечаться 30 ноября в этом году, но сама акция будет ежегодная. Мы решили попробовать такой новый формат, опробовать наш новый лекторий Русского географического общества, который открылся в технопарке Акмолинского университета, и пригласить в течение 10 дней выступить самых наших интересных гостей, действительных членов отделения РГО в Башкортостане. Сегодня перед вами выступят аж 3 лектора. Один из них присоединится чуть попозже. Это ректор Акмолинского университета Салават Талгач Сагитов, но откроет нашу сегодняшнюю лекцию путешественник, журналист, автор программы «Моя планета Башкортостан» на телеканале БСТ Рустам Харисович Сиразидинов. Он в том числе и наш аксакал, участник экспедиции «Россия-2021». И сегодня наша с вами тема – это тропа поэтов, о которой вы сегодня узнаете. Рустам Харисович, вам слово. Инициатором этого проекта является наш известный писатель и путешественник, почетный председатель регионального отделения Русского географического общества Камиль Фаррухшинович Зиганшин. Я думаю, вы, наверное, знаете его по его книгам. Он написал очень много книг интересных о животных, об истории. И вот прежде чем начать разговор об истории этого проекта, о том, как мы подбирали гору на Кавказе для того, чтобы подняться на нее и присвоить ей имя нашего народного поэта, героя труда Мустая Карима, я предлагаю посмотреть небольшой репортаж, который мы сделали вот как раз об этом проекте. В августе большая группа учителей географии отправляется на Кавказ, в Кабардино-Балкарию, чтобы пройти по тропе поэтов и совершить восхождение на пик Мустая Карима. Горно-пешеходный туристический маршрут «Тропа поэтов» протяженностью 14 километров доступен любому здоровому человеку. Однако имеет элементы первой категории сложности. Поэтому исполнительная дирекция регионального отделения и организовала совещание в режиме ВКС для участников будущего восхождения. О маршруте и его особенностях рассказали председатель башкирского отделения РГО, ректор Акмолинского университета Салават Сагитов и руководитель экспедиции Александр Лынник. Прогулка – это не как в кино, альпийская прогулка, как Шерлок Холмс ходил около водопада Рейнбадского, это чуть сложнее, но тут не надо альпинштоков, тут не надо кошек, тут не надо поддержек, здесь вполне достаточно быть физически выносливым, физически здоровым и, самое главное, с желанием туда пойти. Салават Талгач правильно сказал, что надо даже не физически, а вот именно выносливо здоровым быть, потому что выносливость – это самый главный, скажем так, момент. Это изнурительный путь вверх, а не менее изнурительный путь вниз. Для тех, кто в горы не ходил, хочу сказать сразу о том, что спуск с горы тяжелее, чем подъем на вершину. Это любой альпинист скажет. Вот, поэтому я на себе это испытал первый раз, когда на гору поднялся достаточно легко, а на половине спуска у меня встали ноги, просто те мышцы, которые на спуске работают, в обычной жизни у нас сами коллеги не применяются, можно сказать, и уже на второй-третий раз я месяц тренировался здесь, в Уфе, ходил по пересеченной местности. Во время прохождения тропы можно увидеть немало горных пейзажей, неповторимых и очень красивых. Это ледниковое озеро, несколько морен, склон, который носит название Чемодан, из-за огромной квадратной глыбы, отколовшейся когда-то от вершины и застрявшей на середине склона.
А сам штурмовой лагерь, откуда начнется непосредственно восхождение на пик, расположен в живописном ущелье между двух горных ручьев. Видите, какая вас красота ждет? Вот это все, вот это все. Она компенсирует все проблемы. Ледниковое озеро Да, справа. да. Компенсирует вот все виды, сами горы, всю вашу усталость. Особое место организаторы восхождения уделили экипировке. Она имеет важное значение для комфортности в горах. Я вот, допустим, покупал, 3 года с ними отходил, она сломалась у меня в прошлом году на спуске, за 2000, что ли. Вот. А если купите за 5, уже не сломается. На 3 года хватит, Смотрите, это попалка. А конкретные рекомендации в чате. Дальше, спальник. Спальник надо рассчитывать на температуру. Минус 5 ночью в августе. Минус 5, это хорошо было бы, чтобы как минимум на минус 5. Да, то есть там, где мы будем в палатках наверху спать, около сурового лагеря, там может быть минус 5. Кстати, впервые за всю историю пика Мустай-Карима на него поднимутся женщины, учителя географии из школ республики. Мы принципиально Этот год будет первым. Да, Первым. год педагога и наставника. Учитывая, что среди педагогов большая часть женщин, мы решили, давайте женщины тоже будем начнем брать с собой. И они будут первые в нашей республике. Тем более мы не на корабле же, а пешком пойдем. А сейчас я предлагаю вашему вниманию небольшой коллаж видеоматериалов, отснятых во время предыдущих восхождений на пик Мустая-Карима, совершенных в разные годы мужской командой башкирского отделения РГО. Группа в составе 9 участников. Зиганшин, Деев, Лыник, Селезнетдинов, телеоператор, все из Башкирии. И 5 представителей Кабардино-Балкарии: Мишаев, Татчаев, Аккаев, Гумаев, Черненько совершили восхождение 7 июля 2018 года в 12 часов 30 минут на безымянную вершину высотой 3550 метров. Свершилось! Ура! Гора поэта, пик имени поэта, гора таланта и души вершины. И нет нужды в Чегем нам ехать, чтобы всю мощь прочувствовать и силу. Видна вершина отовсюду это. Видна с Москвы, видна с родной Уфы, с любого уголка большой планеты, из самой глубины моей души. На ладонях твоих облака отдыхают. И орел, оттолкнувшись, и орел с твоих плеч, оттолкнувшись, летит. Над твоей сединой Млечный Путь пролетает. Здесь огромное сердце поэта стучит. Амплитуда у нас, в принципе, серьезная. Для даже категорированного похода это серьезно, что сразу с 2400 пойти на пик, да еще и вернуться обратно. То есть радиальный выход у нас хороший получается. Ну, я думаю, общие, так сказать, силы группы у нас достаточно, чтобы пройти туда и обратно. Так что все будет хорошо. Но так как мы руководствуемся девизом «Человек человеку друг, товарищ и брат», то в походе самое важное – правильно распределить груз. И в походе важен каждый грамм. И если у моего соседа на 1 грамм больше, я уже буду идти и внутренне страдать. Поэтому делаем все точно, как в аптеке говорят. И сегодня 8 рюкзаков весят с погрешностью плюс-минус полкило одинаково. Цель достигнута. Попали под град. Снежный заряд прошел. Чуть пониже град ударил. Мы спустились порядка 150-200 метров по высоте. Сейчас идет дождь. Причем хороший дождь. Но надеемся, что отойдет в сторону и нас, так сказать, минует сия чаша. Мы идем вдоль реки Башиль-Азусу до поворотного пункта. Группа общая экспедиционная разделилась на 2 подгруппы.
Первая подгруппа наша. Наша задача дойти до штурмового лагеря, разбить лагерь, палатки установить. И далее до входа на Марену построить туры под покраску. Вторая группа, она выходит чуть позже, маркирует трассу, по которой мы сейчас идем, по цвету маркировки утвержденной. И далее поднимается в штурмовой лагерь к вечеру. Там мы должны переночевать и утром рано в 3 часа, максимум в 4, стартовать на штурм. Далее, после вершин, мы должны, посещение вершин, спуститься вниз и вернуться на турбазу Башиль. Достаточно трудная задача, 16 с лишним километров пути. Погода пока благоприятствует, правда, туман и облачность делает свое дело. Надеемся на хорошую погоду и хороший результат по маркировке трасс. Для меня это знаковое событие в жизни, что я иду в составе башкирского отделения Русского географического общества, в составе такой дружной, сплоченной команды. Второе восхождение уже на пик Мустай-Карима. Первое было 2 года назад. Было очень интересно и трудно. Сегодня вот мы вернулись, закончили работу по маркировке новой всероссийской тропы, тропа поэтов. Маркировали маршрут, поднимались наверх, спускались, чтобы в дальнейшем всем, кто посетит, было проще, гораздо проще, чем нам в первые разы искать эту тропу. Потому что... 50-летию города Уфы Башкирское региональное отделение Русского географического общества поставило себе задачу подружить флаги на всех значимых высотах, связанных с нашей республикой, с нашей Уфой. И первый флаг, первая высота, самая высокая точка планеты, которая связана с нашей любимой республикой, с нашим любимым городом, это пик Мустай-Карима, почетного гражданина города Уфы, народного поэта Республики Башкортостан. Хорошая традиция, когда мы поднимаемся в горы, мы всегда берем с собой флаги для того, чтобы отдать почтение каким-то знаменитым датам или же для того, чтобы показать, знаменовать какие-то новые мероприятия, которые важные происходят в нашей республике. В прошлом году мы поднимали флаг фолькериады, которая состоялась на территории нашей Уфы. В этом году мы подняли флаг города Уфы, столицы нашей республики, для того, чтобы ознаменовать предстоящее 450-летие нашему городу. Это была редчайшая дружба, такая братская дружба. И пример для нас. Руководство нашей республики обратилось с письмом к главе республики Кабардино-Балкарии. И в результате многочисленных там согласований, такой порядок, просто так же названия официально не даются. В результате всех согласований было принято в Кабардино-Балкарии решение дать вершине, находящейся не просто где-то вот на Кавказе, а рядом, буквально в 100 метрах от пика Кайсена-Кулиева, имя Мустай-Карима. И вот эти два друга, какое-то время разлученные, теперь оказались вот с этого дня опять вместе. И вместе уже, можно сказать, на весь период истории нашего человечества. Сегодня, 20 октября 2019 года, группа альпинистов Башкортостана и Кабардино-Балкарии совершили восхождение на пик Мустай-Карима. Это уже 3-е совместное восхождение, и оно посвящено 100-летнему юбилею народного поэта Республики Башкортостан Мустая-Карима. Нет, мы знаете сейчас где? Нас 9 человек. Мы вот ровно сейчас зашли на пике имени Мустая-Карима. Высота 3550 метров. Передаем вам от всех нас большой привет, Альфа Мустаевна. Погода отлично, великолепная. А учитывая, что на любую вершину подниматься трудно, особенно на такую вершину, с которой зовут Мустай-Карим, мы готовились, поэтому мы с легкостью забрались. С большим желанием.
Хочу вам представить бессменного руководителя экспедиции Александра Борисовича Лынника, пилота-инструктора, барда, путешественника, человека, который с парашюта спрыгнул на Северный полюс и планирует еще новый прыжок, еще более сложный. Саша, тебе слово. Спасибо. Обязательно, не обязательно? Там вот с трибуны, там микрофон есть. Там есть. Оттуда запись идет. Как-то официально получится. Ну, тут формат такой. Такой формат, понимаешь? Я понял. Я так понял, что и трансляция идет, нас могут поглядеть люди с всемирной паутины. Дорогие друзья, я очень рад вообще оказаться здесь. Извиняюсь за вид, у меня прямо с работы не было времени переодеться. Но, тем не менее, вот этот проект, который вот сейчас только вот вы видели, это является гордостью моей жизни. Почему? Потому что быть приобщенным к такому великому делу, ну, как бы не каждый сможет оказаться на такой миссии, в такой миссии. И когда, значит, Камиль Фаррухшинович Зиганшин предложил мне этот проект возглавить для того, чтобы организовать людей, подготовить их для восхождения, вот, я с удовольствием за это взялся, хотя очень мало было свободного времени. Очень мало. Ну, просто не буду даже рассказывать. А потом это стало не просто какой-то одноразовой акцией, а стало смыслом ежегодного восхождения. То есть ежегодное восхождение стало традицией. Причем иногда в год мы поднимались, да, Рустам Борисович, по два раза. И один раз мы поднимались в условиях близкие к зиме уже. И это в горах достаточно сложная, потому что, сложная, скажем так, ситуация. Потому что летом, что бы мы ни говорили, есть лето. Летом хотя бы можно каким-то образом от этой температуры уйти, более, просто самой одеждой обойтись. Зимой или вот в сезон, когда мы делаем осенне-зимний период на восхождение, там, если мы где-то что-то не учли, возникает совсем другая ситуация. И погода в горах настолько сильно изменчива, что она может превратить просто в какой-то вот рай, тут же в ад. Это надо понимать. Вы фильмы, наверное, смотрели, что происходит в горах, и как альпинист должен уметь учитывать вот эти сезоны, особенности погоды и конкретного восхождения на вершину. Поэтому мы этот проект не на дилетантском каком-то уровне создали, а привлекли сюда хороших специалистов. Ну, как вы видели из фильма, наши кабардино-балкарские друзья – это не просто какие-то чиновники, которые вместе с нами полезли на эту вершину. Это вице-президент Федерации скалолазания и горного туризма Кабардино-Балкарии. Это был даже президент, да? Один раз с нами участвовал в восхождении. Это альпинисты-спасатели Кабардино-Балкарии, которые имеют громадный опыт. Один из них, Азнаур Акаев, к примеру, за год совершил 2 восхождения на 8000-нике, включая Эверест. Вот такие люди подключились к нашему проекту, и там они нам помогают. Для чего? Для того, чтобы ни одно восхождение не обернулось какой-то трагедией, потому что ни Мустафа Сафич, ни Кайсын Кулиев этого не хотят. Они вот каким-то вот невероятным способом находят для нас нормальную погоду, и мы не могли бы сказать, да, что уж совсем уж плохо когда-то было у нас. Все время как-то в штатном режиме все проходило. И будет проходить. Поэтому для нас этот проект, в первую очередь, это увековечивание памяти великих сынов наших республик. Кайсына Кулиева и, значит, Мустая Карима. Это в первую очередь. Во вторую очередь, это, чтобы эту память увековечить, не только надо назвать какую-то вершину именем, допустим, народного поэта. Надо ее посещать. А это значит приобщаться к его культуре. Ну, вряд ли кто из вас захочет совершать, или это будет интересно, совершать восхождение на пик Мустая Карима, не прочитав его стихотворений, его великолепной прозы, и даже фильмы не посмотрев по сценарию, то есть по рассказам, которым уже несколько фильмов вышло. Очень, я считаю, высокого качества со всех позиций.
Поэтому этот проект предусматривает массовость. Хотим этого или не хотим, мы постепенно к этому идем. Точнее, мы хотим. Именно что так произошло. Поэтому мы не то чтобы усложнили, а наоборот улучшили наш маршрут, создав еще одну тропу на пик Мустай-Карима, которая более безопасна. А уж если говорить об эмоциональной окраске этой тропы, совершенно верно. Потому что, оказывается, если ходить все время в одно и то же место по одним и тем же тропам, хоть горы и разные, но все равно рано или поздно хочется немного отвернуть влево-вправо, а там, оказывается, совершенно другой мир. Совершенно другой мир. Вот я что хочу сказать. Большое спасибо, что вот сейчас Салават Талгатович, сменив на посту Зиганшина Камиля Фаррухшиновича, продолжает эту традицию, да и, я скажу, да и больше. Он очень много свежих мыслей внес в этот проект. Допустим, маркировка тропы. Казалось бы, ну что такое маркировка тропы? Ну, можно по GPS-ке пройти, в конце концов, правильно? Или там нанять какого-то гида там за деньги. Нет, вот если мы маркировку тропы сделали, это уже дорога путеводная, которая облегчает задачу туристам. Для чего создана тропа? Почему она промаркирована? Для того, чтобы привлечь большее количество туристов, чтобы они не боялись идти, потому что если не сворачивать с тропы, она полностью становится восхождение более безопасным. И у вас уверенность появляется. И тогда у вас появляется время, что? Любоваться красотами гор. Потому что каждый взгляд в любом направлении в горах – это новая картинка, восхитительная, неповторимая. Очень непростая задача подниматься в горы. Вот поднимите руки, кто поднимался, достаточно серьезные вершины. Ну, допустим, 1000 метров Еремель наш. Поднимите, пожалуйста, если есть. Не стесняйтесь только. Есть, да? Трудно ведь, да? Трудно путь. То есть надо иметь физподготовку. Это тяжелый, изнурительный путь. Но любой альпинист, поднявшись на вершину и спустившись с него вниз на равнину, первые 15 минут говорит: я больше никогда не буду подниматься на вершину. Это ровно 15 минут. Потом он начинает опять: когда пойдем? Куда пойдем? Потому что это болезнь, которую невозможно излечить. Я вас просто призываю, пожалуйста, возьмите и заболейте этой болезнью. Для девушек это вообще клондайк, потому что она позволит вам справиться с излишками веса, постоянно стабилизировать себя, свою фигуру, свои мысли упорядочить как-то, романтики добавить в ваш образ жизни. Вот. Ну а ребятам, конечно же, потому что вот эти мускулы, которые показывают, да? Вот вы знаете, есть бодибилдеры и прочее, в горах, оказывается, это бесполезная штука. И тот, кто обладает большой мышечной массой, он не может подниматься высоко в горы. Спросите, почему? Отвечу. Потому что этим мышцам требуется большое количество кислорода, а наверху его все меньше и меньше. И в результате эти мышцы питаются кислородом, и человек начинает болеть более быстрее, подвергается горной болезни. Если вас это интересует, я вам могу рассказать, что такое горная болезнь, не надо ее бояться. Оказывается, ее можно предотвратить. Надо только знать четко, последовательно идти к цели. Что нужно выполнить, какую там акклиматизацию пройти и так далее. Как тренироваться дома к восхождению. Если у вас такие вопросы будут, я обязательно отвечу. И вот Салават Талгатович скоро подойдет. Рустам Харисович, с которым постоянно мы вместе ходим эти маршруты. Вот. Каждый из нас в совершенстве владеет этим и не с каких-то теоретических позиций, а с практических. Вот. Что хочу сказать еще, вот прежде чем вот вопросы, наверное, да, будут. Наверное, я думаю, что будут. Я думаю, что будут, потому что я ведь просто общую канву наметил. Вот. Надо же, наверное, понимать, а как подготовиться к восхождению в физическом плане, в психологическом плане. Очень важно подготовиться. Вот. И многие-многие другие вопросы. Что такое высотный альпинизм? Почему трудно подниматься высоко в горы? Вот. И так далее. Очень много вопросов. Как себя уберечь там, в каких-то ситуациях? Как правильно ходить по камням там, и так далее. Что с собой взять надо в горы обязательно? Вот. Хорошее настроение, в первую очередь. Вот, собственно говоря,
И все. Я что могу вам только вот в завершении уже, моей краткой вступительной речи сказать, что мы все, которые, ну, я имею в виду участники проекта, пока наши сердца стучат и мы можем ходить, мы будем ходить на эти вершины, вовлекая все больше и больше таких, как вы. Тех, кто вот сейчас в прямой трансляции меня слушает. Если в прошлом году мы ограничили сознательно количество людей на восхождении, сейчас мы будем от этого уходить, потому что это были экспериментальные восхождения. Нам надо было понять степень, ну, скажем, безопасности восхождения по новым маршрутам. Сейчас мы можем уже уверенно сказать, что это за маршруты, как к ним надо готовиться, и вот после этого только привлекать все больше и большее количество людей. У нас, мы молодежь ждем, чтобы среди нас были вот такие, как вы сейчас сидите, студенты, там, другая категория, вот, учителя географии, очень хотелось бы общаться. У нас ни одной дамы, да, по-моему, кроме из Кабардино-Балкарии на восхождении. Из Краснодара она. Да, из Краснодара. Мы хотим эту традицию разрушить, чтобы женщины были тоже с нами. Вот. Они как-то дисциплинируют мужскую половину, что очень приятно. Мы себя по-другому начинаем вести, общение на другом уровне. Вот. Это такие вербальные особенности восхождения. Ну, что еще сказать? Хочу пожелать вам все-таки заболеть вот этой романтикой в горы. Послушайте песни Владимира Высоцкого. Посмотрите замечательные фильмы про восхождение. Вот. Ну, сделайте для себя какие-то выводы. Желаете вы этого, не желаете. Попробуйте. Тот, кто не попробовал, не может никогда понять, что это такое. Не надо бояться делать первый шаг. Если вы его не сделаете, вы никогда и не увидите, что там. Это раз. И во-вторых, когда вы вернетесь, и первое мгновение, как я вам говорил, будете, может быть, даже проклинать это восхождение, это будет где-то около 15 минут. Вспомните мои слова, что через 20 минут вы опять захотите идти в горы. И самое главное, хотел бы сказать, что вы должны понять, что легких побед альпинисты никогда не искали и искать не будут. Потому что легкая победа, она не приносит удовольствия. Я не говорю просто про прогулки в горах для здоровья. Это совсем другая тема. Вот. Я говорю именно про высотные восхождения, выше 2000 метров и так далее, где мы вас уже причислять будем к альпинистам, причем высотным альпинистам, вот, со всеми требованиями к этой категории спортсменов и туристов. Вот, пожалуй, все. Пожалуйста, мы начнем беседу. Отвечать буду на ваши вопросы, если таковые есть. Угу. Вот посмотрите, вот в среднем у нас спуск, подъем, точнее спуск в базовый лагерь порядка где-то около 8-9 часов, да? Это базовый лагерь, от которого мы начинаем штурм. То есть у нас есть база Башиль, вот там, вот, наверное, обратили внимание, куда мы спускаем, Низовье, да? И от этой реки Башиль мы начинаем с турбазы подъем в базовый лагерь наш. Он на высоте 2400 метров. Для чего мы это делаем? Почему мы сразу не лезем? Вроде и силы есть. Мы понимаем, что должен пройти какой-то период акклиматизации. Организм должен приспособиться к тому порционному содержанию кислорода в воздухе, чтобы потом не возникла горная болезнь. Вот горная болезнь – это достаточно серьезный такой момент, который может осложнить восхождение. И не только человека, но и группы всей. Вот. Мы же не привыкли бросать людей в беде. Мы же вынуждены потом будем с ним вернуться. Соответственно, кто-то из восходителей лишит себя удовольствия ради помощи другу. Вот. Поэтому такие нюансы тоже были, и они будут. Но мы можем таким образом построить наши тренировки, что мы этого можем избежать. Вот. Восхождение 10 часов со штурмового лагеря на вершину, на пик. Это значит... По дате, сейчас забыл, какой это был год, но вот по часам точно запомнил, что мы в 5 вышли из штурмового, да. И где-то в 10, в 11 уже
вернулись в Башиль. То есть, Вот. получается... Это получалось у нас где-то около 15-16 часов. Да. Ну, знаете что, вот давайте сразу вот я вам скажу одну вещь. Почему-то кажется многим, что спуск с горы легче, чем подъем, с самому восхождению. Я вам могу сказать однозначно, и любой альпинист подтвердит, что спуск труднее, чем подъем на вершину. Он труднее и в психологическом плане, потому что теряется уже что? Мотив, вершина, к которой мы идем. Помните, как у Высоцкого? И сердце там готово из груди выпрыгнуть. А на спуске мы уже идем домой, и мы уже достигли цели, и у нас получается какой-то такой, знаете, триггер, когда он нас переводит в состояние усталости от того, что мы достигли цели, а идти еще, чтобы вернуться на равнину, гораздо опаснее и гораздо дольше. Плюс ко всему, чисто в физиологическом плане, другая группа мышц начинает работать в вашем человеческом теле. На подъеме мы привыкли, у нас эти мышцы, ну, я могу даже показать, какие, чтобы они, не с точки зрения анатомии, вот мышцы ног, верхней части, вот ниже, они на подъеме работают легче, потому что нам в жизни нашей, они по нашей жизни во время шага мы их больше тренируем, естественно. Когда мы начинаем спускаться вниз, у нас начинает задействоваться группы мышц другие, которые мы, как правило, не натренировали. И возникают такие мышечные боли, которые просто нетерпимые. Идти невозможно. Нога теряет координацию, а идти по камням, когда у тебя нет координации, очень сложно. Поэтому надо тренировать себя и на спуск, и на подъем, и рассчитывать свои силы таким образом, чтобы, поднявшись на вершину, вы затратили всего 1/3 своих физических и моральных сил. 2/3 у вас уйдет на спуске. Об этом надо как бы знать и тренировать себя. Ну, тренировки всякие, если интересно, расскажу. Вот Камиль Фаррухшинович Зиганшин, как он тренируется? Он живет на 9 этаже, и он лифтом никогда не пользуется. Он пешком с 1 на 9 поднимается, а когда выходит куда-то на улицу, то с 9 на 1 спускается. Бесплатный тренажер. Да, тренажер. Да. Какие еще есть вопросы? Пожалуйста. О, там такие летали и птицы, и ну, самое большое наслаждение мне доставляли яки и лошади, кони, дикие. Последний раз мы этих диких козлов видели. Да, диких козлов. Вот. Птицы там есть, естественно. Ну, разные разновидности Кабардино-Балкарии, и орлы летают. Представляете? Вот. Там и волки есть, и медведи. Волки, и медведи есть, которые этих туров яков гоняют. Но за все время восхождения, мы уже совершили большое количество их, ни разу нам никто из этих животных не угрожал. Ни разу. Мы слышали какое-то рычание там ночью подозрительное, было неприятно. Но в компании, когда находишься, чувствуешь плечо друг друга, как-то эти вопросы, они уходят на второй план. Нет там агрессивных животных, которые могут помешать процессу. Жажда. Ну, естественно, есть. Естественно, потому что наступает обезвоживание, мы потеем, организм требует. Здесь надо тоже знать, что можно пить и как можно пить на восхождении. Ну, первое условие, во-первых, вы должны взять с собой ни в коем случае не холодную воду. Холодная вода – это самый опасный момент. Это приговор. В таких условиях в горах вы можете просто сразу же заболеть простудным заболеванием. А это сразу осложнит весь подъем. Вот. Поэтому нельзя пить холодную воду, она должна быть либо чай мы берем в термосах обязательно, да? Вот. Он должен быть подслащен, потому что глюкоза активизирует деятельность мозга и так далее. Вот пить, как правило, можно вот эти напитки. Есть специальные разработанные напитки для восхождения в горы. Ну, они с энергетиками мало что имеют общего, потому что некоторые думают, это какой-то допинг. Это нет, это не допинг. Это как раз тот самый раствор, который необходим при подъеме, когда мы теряем его. И солевой раствор, там, и другие важные элементы, микроэлементы, которые отсутствуют при подъеме, если вы пьете не воду, допустим. Правильно?
Вот сбалансированные напитки продают специально, они есть, как назывались? Я помню. Что-то гидриты какие-то. Я не помню вот сейчас навскидку, но вот часть восходителей покупали, брали, выписывали через Озон специальную вот эту жидкость для восхождения, где все это учтено. Натрий, там, калий, все учтено. И все, вот и мы пьем. Ни в коем случае вот та вода, которая с ледников, она кругом, как только вы начинаете пить, жажда будет у вас постоянно. Проблемы во время восхождения. То есть вы уже не сможете остановиться, вы будете постоянно глотать эту воду, потеть. Вспотеть в горах категорически нельзя. Для этого есть специальный многослойный тип одежды, который альпинист, восходя на вершину, постоянно меняет, подстраивая себя под существующие климатические условия, чтобы главное не спотеть. Идет, снял один слой, привал небольшой там, решили остановиться, все присели, тут же накинули мембрану, чтобы ветер не продул, или там флис какой-то. Все это отработано. Мы всех учим, если кто этого не знает. Вот. Но темп восхождения выбирается такой, чтобы вся группа одновременно поднималась. Как правило, берется по человеку, который самым медленным темпом идет. А иначе он просто не сможет подняться. Вот. Ну, если уж совсем медленно идет восходитель и держит всю группу, мы принимаем решение, либо его оставляем с гидом, сопровождающим, и дальше они потихоньку спускаются, потому что один человек может остановить продвижение 12 человек. Это не оправдано совершенно ни с каких позиций, поэтому физподготовка – это, конечно, очень важно. Причем в физподготовке надо понимать, это не количество подтягиваний, а физподготовка, я поставил бы тире, выносливость. Человек должен быть выносливый. Вот как говорили раньше, жилистый, такой, ничто его не смутит, он идет и идет, и вот все, настроился на ритм, как танк, как ледокол, и идет по этому фарватеру. Вот так же и альпинист, он должен выбрать для себя темп группы подбирается. За этим следят опытные инструкторы, которые поднимаются с нами. И они не допустят того, что кто-то один запыхался, а другой убежал и там машет сверху. Идем сюда! Нет. Командный способ восхождения – это основа любого восхождения. Группа, когда в горах высоко разъединяется, это опасно. Вы смотрели, наверное, фильмы на Эльбрусе, как происходили события, сколько людей там ушло из-за этого. Причем опытных восходителей. Нарушали законы восхождения. У нас с этим строго, вот просто строго. Шаг влево – попытка к бегству, шаг вправо – расстрел. Проинструктировали – все, выполняем. Если у тебя начались признаки горной болезни, должен сказать, не скрывать. Потому что можешь создать ситуацию, когда вся группа вынуждена будет вернуться. Чтобы тебя нести на руках, да? Не получится одному спустить человека с гор, когда он начнет, допустим, сознание терять. А ему надо оказывать помощь. Помощь при появлении таких вот серьезных признаков горной болезни – это только спуск вниз. В условиях, где нормальный воздух, неразряженная зона и нормальное атмосферное давление. Вот. Я вас не пугаю. Это при больших высотах, когда мы идем, речь о 5-6 тысяч метрах, 4. У нас вершина 3550 метров. Там вполне для каждого доступно при условии соблюдения режима акклиматизации и определенной физподготовки, отсутствия сердечных каких-то заболеваний патологических, совершенно нормально это восхождение производить. Я надеюсь, я ответил, да, на вопрос? Только долго, наверное. Вот я по горной болезни хотел добавить несколько слов. Горная болезнь, горняшка мы ее называем, она ведь проявляется по-разному. Это зависит от человека. То есть у каждого она проявляется индивидуально. Со мной был случай, когда мы пошли на спуск с Эльбруса, вы наверх пошли, мне попался восходитель, навстречу идет, ругается на всем, на чем свет стоит, понимаете? И себя проклинает, и дурак, и что, зачем я поперся, прочее, прочее. Я за ним смотрю так внимательно,
а он уже немножко, вот, понимаете, вот горная болезнь у него проявилась. Неадекват. Да, у него горная болезнь проявилась именно вот в форме такого помутнения разума. Другой может просто там упасть с температурой. Кто-то задыхается. Эйфория. У кого-то там давление поднялось, у кого-то там живот схватило, понимаете? То есть вот все это горная болезнь. Головная боль, первые признаки. Проявляется она у всех по-разному. Поэтому тут это зависит прежде всего от человека, от самого, от его индивидуальных особенностей. И акклиматизация. Значит, смотрите, вот у альпинистов есть понятие акклиматизации. Это как раз привыкание к условиям восхождения. Чтобы организм привык дышать вот таким составом воздуха. Как это достигается? Есть понятие ступенчатая акклиматизация. Ну вот представьте себе, мы поднимаемся вверх по вершине. Вот следите за правой моей рукой. Поднимаемся. Далее какая-то площадка. И мы здесь останавливаемся, делаем ночлег, разбиваем лагерь и отдыхаем. Здесь была высота, допустим, 1000 метров. Мы набрали 2000. Отдыхаем. Но спать на ночь спускаемся опять там, где было 1000 метров. Потом следующее восхождение мы поднимаемся на 2, 2,5, либо 3. То же самое делаем с возвратом на 2000. Это и есть понятие ступенчатой акклиматизации, которое позволяет организму эффективно адаптироваться к условиям восхождения и к акклиматизации. И только после того, когда мы нормально себя будем чувствовать перед самим восхождением, как правило, вот с нашего штурмового лагеря, это была точка, нам нужно было подняться на 1000 метров вверх еще. Тогда при полной уверенности мы всю группу стартуем, смотрим, у них температура нет, головной боли нет, все хорошо, они бодро чувствуют, признаки горной болезни отсутствуют, и вот только тогда мы принимаем решение на восхождение. При полной уверенности, что не будет какого-то массового заболевания этим видом болезни. Чем дольше ты в горах, тем легче ты переносишь горную болезнь и быстрее адаптируешься. Вот горцы почему не болеют горной болезнью? Они там живут. Они там живут. Какие еще вопросы, пожалуйста? Ну, что тут скажешь? Если люди подготовленные, может хоть 50, хоть 100 человек восходить, но они делятся на подгруппы. И подгруппами уходят. Оптимально где-то для контроля это 7-8 человек. Ну, нежелательно больше, но максимум до 10. Это означать будет что? Что инструкторы, которые отвечают за восхождение, они будут полностью контролировать ситуацию. Если большее количество, им будет это сделать уже крайне сложно. Кроме того, с увеличением людей в группе увеличится количество гидов, так называемых инструкторов восхождения. Почему? Потому что в случае, если возникают какие-то признаки болезни или травмирования, и надо что сделать? Продолжить восхождение, часть гидов должны выполнять задачу по эвакуации людей вниз. Вот так. Какие вопросы, ребят? Ну? Как проявляется? Как справиться с кислородным голоданием? Вы говорите о том, что есть понятие кислородное отравление, а есть голодание. Отравление, когда большое содержание кислорода, да? И то, и другое опасно, кстати. Большое количество кислорода тоже может вызвать обморочное состояние человека. Если мы говорим о голодании, мы, скорее всего, будем говорить о гипоксии. Гипоксия – это как раз вот есть кислородное голодание. Вот как с ней бороться? Для этого, во-первых, тренировки акклиматизации мы говорили, да? А второе, мы можем выпить некие медикаменты, которые специально разработаны для того, чтобы перед восхождением их принять, таблетки определенного типа, для того, чтобы кислород больше удерживался в тканях организма. И что мы должны? Мы должны исключить, вот один из главных способов, быстрое восхождение. Мы должны делать все медленно. Движение в горах, темп выбирается таким образом, чтобы, поднимаясь вверх, мы в этот момент тоже акклиматизировались. Понимаете? Побежите быстро, наступит момент кислородного голодания. У вас все было хорошо, у вершины вы раз и потеряли сознание. Сами понять не можете, почему это произошло. Организм не всегда долго и упорно подсказывает. Он может и резко иногда что-то сделать с нами. Поэтому есть признаки гипоксии, которые вы должны будете
от инструкторов узнать. Вы можете сейчас, возьмите, наберите в Гугле признаки гипоксии, как с ними бороться. Вы, возможно, услышите достаточно подробный вопрос. Но по опыту я говорю, что мы это делаем в тренировках, в графике акклиматизации, чтобы до минимума сократить вот ту проблему, о которой вы говорите. Понятно, да? Нельзя делать резких движений. Вот на полюсе, я помню, когда я туда спустился вот таким образом, с парашютиком, и мы начали сразу работать, и первое, что мне бросилось в глаза, я начал долбить ломом один из торосов и начал задыхаться. Возникла одышка, что никогда со мной не было. Ко мне подходит бывалый полярник и говорит: Саша, темп раз в 10 сниж. Здесь все нужно делать медленно, спокойно. Дело в том, что на Северном полюсе кислорода примерно то же самое количество, что и здесь, но он не усваивается организмом. Вот в чем проблема. Возникает та же самая гипоксия. Понимаете? А что это такое? Это все сердечная недостаточность, которая, первый признак сердечной недостаточности – это что? Одышка. Надо различать, что такое одышка, а что такое просто ускоренное дыхание. Вы пробежались, дышите ускоренно – это нормально. Если вы в состоянии покоя сидите, и вдруг вы почувствовали нехватку воздуха и начинаете амплитудно дышать часто, это уже одышка, сердечная недостаточность. Вот эти вещи надо различать. Пожалуйста, следующий вопрос. Что лично мне запомнилось или нам с Рустамом Халидовичем? На восхождениях. Вы знаете, вот сейчас я вам расскажу, если получится. Представляете, по-моему, Рустам Халидович, мы видели 2 радуги одновременно в горах. Я такого в жизни никогда не видел. 2 радуги. Значит, с распадка дуга, и их можно потрогать почти руками. Вот эту радугу руками можно потрогать. И второй, который меня в Перу на восхождении потряс. Я восходил в Перу, в Салкантае, это Южная Америка. Там на высоте где-то около 4500 метров мы стояли вот так вот тоже в распадке, и облако начало надвигаться на нас и подошло прямо к ногам. Мы вот стоим, облако подошло к ногам, мы смотрим впереди, и так хотелось в это облако шагнуть и пройтись, как Господь. Так хотелось. Такое впечатление, картина, которая неописуемая. Я до сих пор жалею, почему я это не заснял, потому что я был парализован в хорошем смысле этого слова от увиденного. Потрясающе. Вот. Если дальше продолжать вот эту цепочку моих, скажем так, восхищений горами, я с вами могу говорить часов 7 без перерыва на эту тему. Ну, самое вот потрясающее я вам сказал. Пожалуйста, еще. Пугало? Человек так устроен, природа всегда пугает неизвестность. Первые шаги, когда мы делаем, это всегда испытание. Испытание, и это хорошо. И почему? Потому что опасность, вот эта настороженность, она помогает нам правильно оценить степень опасности и выполнить какие-то действия, чтобы не было каких-то критических ошибок и фатального исхода. То есть страх для человека – это совершенно нормальное состояние для нормального человека. Если человек не испытывает страха, и вы встречаете по жизни такого человека, то есть он подходит, вот руферы подходят, и с 9-го этажа вот так вот смотрят. Это ненормально. Человек не ощущает страха, это не значит, что он прямо супермужественный. Нет, здесь уже вопрос психики. Понимаете, нормальный человек не может. Космонавты боятся высоты. Михаил Борисович Корниенко об этом заявлял прям на весь эфир. И это нормально. Если у меня курсант приходит, садится в самолет, и он ничего не боится высоты, у меня с ним очень плохо все получается, потому что он не может оценить степень опасности и сделать какие-то действия, чтобы избежать ее, предотвратить. Вот. Поэтому, когда мы поднимались первый раз в горы, мы шли по Марене. Помнишь, да, ситуация? Туман накрыл, узкая тропа, вправо-влево, мощный склон, под 45 градусов. Камни внизу, катиться очень далеко. Потеря равновесия может грозить
падением вот в этот склон. У нас в руках только альпинштоки. Вот представьте, если неправильная акклиматизация, у человека закружилась голова, и он туда уходит. В связке идти запрещено. Вот по таким вещам. Если вы слышали, в Эльбрусе одна из групп поднималась в связке, один упал и всю группу утащил. От группы ничего не осталось. Поэтому это было неприятно. Но мы попали в условия первого восхождения, первый раз по этой Марине, и она была, что, смочена водой. То есть шел дождь, потом туман, было очень скользко еще идти. Там только обувь спасала профессиональная. Да. Если бы не было специальной подошвы, там... Обувь, это отдельно уже по снаряжению могу вам рассказать коротко. Но это было действительно неприятно. Потом, когда мы уже поняли, и нам инструкторы нас остановили, рассказали, ребята, вот здесь надо вот так, под каким углом палочки держать там, как ощущать равновесие, как двигаться и так далее, как ставить ногу, не допускать постановку ноги на живые камни и так далее. И появилась уверенность, и мы пошли, все нормально. Страх возникает от незнания. Если вас проинструктировали, показали, вы сделали первый шаг, дальше он для вас уже будет что? Обыденным. Вы уже будете так идти, страхи отодвигаются. Вот прыжки на лыжах. Первый прыжок с трамплином, там, с разворотом, там, какой-нибудь свич, всегда страшно. Я делал, когда мне было страшно. Потом это становится нормальным. Потому что появляется навык. Сначала мы знаем, как это делать, потом что? Учимся. Умение, а навык – это доведение этого умения до автоматизма. Вот это основа обучения, методология обучения. Вот я вам просто говорю. В горах то же самое. Надо знания иметь, умение и навык приобрести. Все. А еще был случай, когда пошла лавина, но это было в Перу. И было как-то жутковато. Ну, ты стоишь на хребте, слава богу, на хребте, а тут идет такая штука. И ты понимаешь, что если бы ты был там, то с тобой было бы... А камень? Очень плохо. Камнепад, да. На Эльбрусе, помнишь? Да. Чемодан покатился. Могу рассказать. Этот эпизод мы... Рустам, были же вы, да, там же, на этом восхождении? Уже спускались вниз. Что-то мне подсказало, что что-то не то. Вот понимаете, вот бывает такое, что-то не то. А так как я же работаю инструктором, и у нас, вот, когда мы курсантов обучаем пилотированию самолета, вот он идет на посадку, в полосу смотрит, он должен удержаться, что? Вот на глиссаде, это горка, траектория, как по ней должен спуститься самолет. И я говорю, и эта методика говорит, когда должен летчик принимать какие-то действия, чтобы удержаться на этой горке? Есть три состояния. Первое – что-то не то. Второе – похоже, я иду ниже. Третье – я точно иду ниже. Когда надо работать? Что-то не то. Дальше это уже поздно. Понимаете? И вот я иду и чувствую что-то не то. Поворачиваюсь и вижу картину. Где-то метровый камень, булыжник, в диаметре метр, как мячик, скачет от меня, получается, со скал Пастухова с левой стороны, отскакивая на 2-3 метра и прямо на группу туристов, которые внизу. Это не просто камешек, а это камень, глыба, мы даже ее сфотографировали. Как размер? Да. Стол. Камень. Ну, у альпинистов есть такая команда. Я сразу, естественно, подал ее. Она камень звучит. Камень. Опасность. По цепочке все альпинисты передают сразу всем вниз. И там группа, когда до нее дошла, они увидели этот камень, отскочили, и он прошелся по тому месту, где они были. Вот что такое вот иногда. Страшно было? Конечно, страшно видеть. А успеет команда дойти, успеют они уйти. За людей начинаешь переживать. Не дай бог. Вот. И все, а дальше все, опять пошли, обыденная работа. Вот. Здесь никакого мужества, это просто, ну, скажем так, технология восхождения. Каждый должен следить, увидел любое движение камня, команда камень, опасность, принимается решение, выполняется далее согласно решению. Я все скалу искал, которая поближе, чтобы спрятаться за нее. Да. Там надо знать, как уходить от камнепада и так далее и тому подобное. Но вот сразу хочу вас успокоить, на нашей тропе поэтов не было ни одного серьезного случая. Отдельные сходы камней были, которые загодя мы слышали, и они нам не угрожали. Вот. Там другая затея есть, там уже на заключительном этапе
очень много живых камней, на которые мы наступаем и идем. Они очень достаточно внушительных размеров, там метровые, полутораметровые глыбы. Вроде полметра лежит глыба. Ножку поставил, она вот влево-вправо ходит. Ага, а другой смотришь, все нормально, пошел дальше. Вот такие вот есть ситуации, но не надо этого бояться, это нормально. Это совершенно нормально, никакой опасности в этом нет. Если вы идете в группе под руководством опытных инструкторов, но зато какой кайф, когда вы зашли. Весь мир перед вами, на Эльбрусе, вот когда стоишь, под тобой весь мир, вся Европа. Это высочайшая вершина Европы. И вот облака ниже тебя, ты стоишь и начинаешь говорить со всеми своими близкими людьми, которые ушли из этой жизни. Они почему-то вдруг к тебе подходят, поздравляют тебя, и ты ощущаешь себя на седьмом небе. Неповторимое состояние блаженства испытывает человек, несмотря на дичайшие страдания при подъеме. Я имею в виду большие высоты. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы бы взяли всех с телеги, как я говорю. Расула Гамзатова, вот, ну, Кишокова есть. Кувальтинова. Да, вот всех, кто были друзьями Мустая Карима, мы знаем это, да, знаменитая телега. Чингиз Айтматова. Да, Чингиз Айтматова. Да, вот все эти вершины надо открывать. И на Памире надо их открывать, на их родине, правильно, обязательно. Это целая работа, это же такое... Они заслуживают увековечивания. Вы знаете, вот, мне кажется порой, что солдаты, с кровавых пришедшие морей, Гамзатов описал. А оригинал этого стихотворения звучал немного по-другому. Мне кажется порой, что джигиты, с кровавых не пришедшие из полей, в могилах братских не были зарыты, а превратились в белых журавлей. Потом немного изменили текст и перешли на солдаты. Вот это Расул Гамзатов, чью песню мы все знаем. В этом году ему исполнится 100 лет, и дагестанские коллеги назвали одну из вершин, она невысокая, но тем не менее вершина, именем Расула Гамзатова в Дагестане. Там. И вот у нас одна из таких задумок тоже подняться на нее уже в Дагестане. Мы хотим всех друзей Мустафы Сафича навестить. У нас такое желание есть, и это лето опять будет восхождение, опять обязательно. Мы это все освещаем на сайтах РГО. Наш вообще руководитель – это Русское географическое общество региональное отделение во главе Салават Талгатович, почетный член у нас Камиль Фарухшинович Зиганшин. Очень много талантливых людей, романтиков по жизни. Вы видели, как Салават Талгатович поет? Горловым пением. Видели. А я слышал, как завороженный. Вообще, вот там, на этой вершине, это было что-то... Мы там стихи читали, и Мустая Карима, и собственное посвящение стихов читали и так далее. Ну что? Высоцкого пели. Высоцкого пели. Спустились в музей Высоцкого. Вот, а кинофильм «Вертикаль», вот как раз когда снимался, Высоцкий был роль там исполнял альпиниста. И вот там вот друг его Салиханов, его жена, вот вдова уже, тетя Шура, организовала музей, и там лежала гитара Высоцкого. Гитара Высоцкого лежала. Я взял, не надеясь на нормальное, так сказать, решение вопроса, просто спросил: скажите, а можно на этой гитаре сыграть? Ну, в шутку, пошутил. Она: а вы что, гитарист? Я говорю: да. Владимир Семенович концерт каждый год даю в Уфе. Она: сейчас мы организуем. Берет плоскогубцы, значит, выдирает эти гвозди, снимает стекло и достает эту гитару, которая там, я не знаю, сколько лет она там пролежала. Я по струнам смотрю, немножечко не строит. Вот, подстроил как мог. И мы исполнили там песню, сейчас скажу. В суету городов и в потоке вершин, да, машин. Как дальше? Просто некуда деться. И дальше. Но спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. И под гитару это все сделали. Вот, надо же. Сегодня я налетался, у меня память пока еще не вернулась домой. Вот.
суету гортов и потоки машин. Это песня Высоцкого «Прощание с горами», которую он написал к кинофильму «Вертикаль». Да, завершает фильм как раз, когда они Да. приезжают в Москву на поезде. Да, и вот там расходятся на вот вокзале. так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Лучше не скажешь. Очень рад, очень рад. Время истекло, да, уже наше, или нет? Как на концерте, да? Но я еще не заслужил. Не спел как положено и на гитаре не сыграл. Ну, давайте продолжим тогда, если есть время. Я вот интересный факт хочу про Сашу рассказать. Когда он совершал свой первый прыжок на Северный полюс, он с собой взял гитару туда. И, значит, гитару они привязали там груз, они сбрасывали груз, необходимый там на станции Барнаул. Привязал гитару, и гитара при спуске, значит, сломалась. Да. Представляете? Но он использовал ее потом как барабан, все равно дал бубен, да, все равно дал там концерт, а в итоге эту гитару, значит, оставил там на Северном полюсе, она вмерзла там в льдину, и сейчас на ней, наверное, белые медведи играют. Рассказываю, как вмерзла. Полярники, когда посвящают на Северном полюсе, купель делают. Там температура воды минус 2 градуса. Северный ледовитый океан, соленая вода. Вот, и вода как глицерин, такое масло. И вот буквально, если ты успеваешь залезть в воду, ну, в течение 10-15 минут, льдом она не покрывается. И вот, значит, посвящение в полярники происходит при температуре минус 30, даже если ветер. Ты выходишь из палатки в плавках, в сланцах и залазишь в эту купель. Вот, окунаешься 3 раза с головой, потом выходишь, и после этого тебе становится невероятно жарко. Невероятно. Когда заходишь, насколько ты зашел, настолько тебя отрезали. Значит, там какой-то невидимой пилой, потому что сразу же ты теряешь как бы ощущение, что ты ноги сосуды контролируешь, сжимаются, да, чувствуешь их. Вот. А потом ты выходишь, другой, обратный процесс расширения сосудов, жарко, и даже не хочется уходить, хочется стоять на этом морозе. Вот. И вот эта купель, когда начала замерзать, мы вот эту гитару аккуратно положили, и она вмерзла и дрейфует, может быть, до сих пор среди Северного полюса, во льдах Северного ледовитого океана. Есть фотографии, подтверждающие. Мне, конечно, было немножечко жутковато смотреть на эту картину, но ребята это сделали, я уж не стал возражать, потому что для меня вот гитара, вмерзшая в лед, не совсем такие позитивные чувства вызывает, между нами говоря. Вот. Но, тем не менее, она там до сих пор плавает в этих льдах. Как вы оказались в Перу? Сейчас скажу. Мой очень хороший друг, очень такой мощный бизнесмен, просто сказал мне когда-то: хочешь там побывать? Ну, а я занимался уже и альпинизмом, и прыжками, и все. А ему нужен был в походе человек, который экстримом по жизни занимается, потому что там планировалось восхождение в горы тоже и проезд на машине по серпантину, дикому серпантину в горах. Что такое дикий серпантин в горах? Это 2 метра дорога, слева пропасть 300 метров, справа скала. И вот ты едешь по ней, поднимаешься. То есть там нужны были людей набрать тех, которые могут выдержать как бы это испытание. Вот он почему-то посчитал, что я это испытание выдержу. Я сказал: да, конечно. И большую часть средств, потому что это дорогое путешествие, он вложил. И мы с одним из восходителей, вот Акрам Горин, который здесь был в фильме, вот втроем улетели в Лиму, Перу. И там по Пан-Американо взяли, значит, джип горный. И по Пан-Американо потом от Тихого океана ушли, значит, в высокогорье Перу. Посмотрели, как там люди живут. И поднялись на машине на высоту 5000 метров. На этой машине мы относительно моря поднялись на высоту 5000 метров. И тут начали с нами вот эти события происходить. Горная болезнь. Мы же быстро это сделали. Раз, два, у одного что-то, у другого быстро вниз спустились. И потом уже все это дело изучив, мы приехали в район Салкантая, где очень много шеститысячников. Это серьезные горы. И решили подняться где-то на 4800-5000. Но не смогли дойти, потому что с одним из наших компаньонов
случилась эта горная болезнь, и вся группа из 3 человек повернула, и мы ушли уже с этой высоты назад. Вот я бесконечно благодарен этому своему другу, который организовал мне это путешествие. Для меня это незабываемое впечатление. Я соприкоснулся с бытом перуанцев высокогорных. Удивительная их одежда, их искусство, их менталитет. И вообще, озеро Титикака. Представляете, высокогорное озеро, где нет ни одной рыбки. Но зато обитают лягушки глубоководные. Вот такая штука. И там есть тростниковые плавающие острова, где был и Сенкевич, там и Турхиердал и так далее. И мы туда приехали, на этих островах с аборигенами. Они, конечно, уже не те аборигены, их уже сделали. Как вы знаете, в Египте есть же эти, как их называют, человек пустыни-то. Господи. Никто не подскажет, как называется человек пустыни? А? Бедуины, вот. Спасибо. Я же говорю, еще не отошел от высоты. Вот. Они уже не настоящие бедуины. Это специально организованные люди, чтобы развлекали туристов. Вот. А там мы соприкоснулись с настоящей ментальностью этих людей, их внешним видом. Они все там ходят в национальных одеждах. В высокогорье. Нет таких, которые... Чуть спустился ниже, вот, где Панамерикано, океан, это уже все Европа. Лима тоже. То же самое, уже современная одежда, все, там уже этники нет. Вот этой этнической культуры явно выраженной, там нет. Вот. Люди очень интересные, доброжелательные, веселятся любому делу. Все время такие позитивные, как у нас говорят, палец покажи, и мы смеемся. Там и пальцы не надо показывать. Просто они тебя увидели, у них сразу улыбка. Удивительный народ, вот. Абсолютно независим. Они независимы ни от долларов, ни от чего, у них полностью, они ничего не вывозят и ничего не привозят. Они живут вот в своем этом мире. Я считаю, они не потеряли свою самобытность, так же, как это и Индия глубинка сделана. То есть не потеряла свою самобытность. Наверное, может похвастаться как раз и Перу, высокогорная часть, что там тоже не потеряно вот это. Пожалуйста. Это было где-то в 2010 году. В 2013 у меня был Северный полюс. Перед Северным полюсом было восхождение в Перу. Первый опыт, скажем так. Мы там на 4000 метрах добрались. У нас там дыхание, все. Думаем, вот это мы герои. Вот это мы герои. Тут я смотрю, какой-то ребенок пробежал. Они там играют, бегают. Вот это как раз тот самый случай, когда люди, когда в горах живут, они там адаптировались, для них эти 4000 метров. Но зато, если они спускаются вниз к нам, они тоже начинают страдать. Ведь там другая картина. На Эверест сколько акклиматизации идет в Непале? Месяц люди там живут, чтобы подготовить себя к восхождению на Эверест. Там штурмовой лагерь 7 с чем-то тысяч метров. Там они тоже сидят. Потом ходят на Альпин-пик. Там есть место у Эвереста, Альпин-пик, с которого лучше всего виден Эверест. И вот они там эти акклиматизационные восхождения совершают, а потом уже идут на Эверест. Что такое Эверест, вы знаете, и что там творится, тоже знаете, да? Это уже экстрим серьезный. К нему надо готовиться, и надо иметь много денег, чтобы туда попасть. Вот. Но я считаю, что это не обязательно сама цель, потому что есть другие. Зачем нам совершать подвиги в мирное время, да? Надо наслаждаться жизнью. Наши горы, наша тропа – это наслаждение. Это не такой уж экстрим. Это можно сказать, что это непростое восхождение. Но сказать, что это экстрим, я бы так не говорил. Не надо пугаться. Это специальная разработанная тропа, чтобы любой здоровый человек мог подняться. Гарантированно и спуститься. Пожалуйста. О чем я мечтаю? У меня сейчас только одна мечта, чтобы наш запланированный прыжок совершился со стратосферы на Северный полюс. Это серьезный проект Русского географического общества и Федерации космонавтики России. Я мечтаю, чтобы он свершился. Это будет мировой рекорд. Его еще никто этот прыжок не выполнял. Уезжаю скоро в Москву, готовиться к этому прыжку в Центре подготовки космонавтов. Там серьезно к этому относятся. Вот. Это моя мечта. Если она осуществится,
с вашей помощью. Я буду рад, если вы меня поздравите, вспомните наш разговор. Это ближайшая мечта. Самое главное, я мечтаю, чтобы мои дети прожили счастливую жизнь, наполненную смыслом. Это главная мечта, чтобы у дочери было все хорошо, у моей внучки, у моего... Мне 64 года будет через месяц. За штурвал самолета я сел в 50 лет. Ну вот теперь посчитайте, какой у вас запас времени, чтобы осуществить свои мечты. Потому что некоторые думают, о, мне уже 25, я уже все не могу. Первый признак старости, знаете какой? Если ты начинаешь думать, это мне уже поздно, а это я уже не могу, это значит, у тебя начинает признак старости появляться. Вы, пожалуйста, чтобы он не появлялся, ставьте цели достижимые. Без мечты некуда идти. Надо видеть эту путеводную звезду. А путь к ней может быть разный. И что интересно, что, оказывается, путь интереснее, чем достижение самой цели. Михаил Борисович Корниенко 20 лет шел к полету в космос. 20 лет отдал свою личную жизнь. Все поставил на карты для того, чтобы совершить вот эти полеты, которые просто являются настоящим подвигом. Летать год на орбите, да еще не один раз, выходить в открытый космос, это заниматься своим здоровьем так, чтобы поддержать на этом уровне его. Разве это недостойно для человека? Ему тоже, мы с ним одногодки, у нас 64 года, ему в апреле, мне в декабре. Сами вот выбирайте для себя. Без цели, без мечты, я не знаю, как можно идти туда, куда ты не знаешь идти. Это блуждание, это есть такая поговорка, он не может найти себя в жизни. Он не может, а не хочет. Ему не хочется ставить какие-то цели, потому что достигать их приходится трудом. Надо, значит, промежуточные цели выстроить и начинать к ним двигаться. А чтобы это делать, оказывается, надо трудиться. Рано встать, заниматься физподготовкой, все успеть, что-то прочитать и так далее и тому подобное. Это труд. Я думал, Салават Талгатович заходит. Думаю, ну, наконец-то вы дождались. Видимо, он задерживается на совещании. Ну, пожалуйста, если интересно, задавайте вопросы. Я еще отвечу. Ну, там полюс холода. Это раз. Потом географически легче достижим Северный полюс. И Южный полюс – это материк. Нам хотелось осуществить эту идею именно на Северном полюсе. Этого никто не делал в мире. Но если вам уж полностью открыть завесу, не только мировой рекорд, не только какие-то амбиции, без амбиций жить невозможно человеку, продвигаться в хорошем смысле этого слова. Есть еще один момент, мы должны испытать будем оборудование, которое специально разработали для высотных прыжков с высоты 10 тысяч метров в условиях крайне низких температур. Температура там будет минус 60 при выходе из самолета, эквивалент минус 80 и так далее. Вот. И плюс нету кислорода там. И вот мы будем испытывать это оборудование, то есть проект дорогостоящий. Оборудование разработала НПО «Звезда», тех, кто скафандры для космонавтов разрабатывает. Мы его будем испытывать. Поэтому тут просто говорить о рекорде, вот, это не совсем. Еще и испытательный прыжок это. И это, возможно, даже главная цель. Потому что на базе этих испытаний что-то будет дорабатываться и т.д. и т.п. И это позволит потом нашим там, десантникам, спецназу решать какие-то задачи и уметь высаживаться в таких климатических условиях с такой высоты. Вот так. У нас время есть, по-моему, да? Что я думал? Значит, смотрите, когда я тренировался, допустим, мне надо было подняться на Эльбрус. Первая попытка восхождения оказалась неудачной из-за непогоды. Непогода на Эльбрусе – это опасная вещь. Вот. Ну, я сделал тайм-аут, набрался мужества, думаю, ладно, буду продолжать дальше готовиться. Как я готовился, рассказываю. Вот о чем думать, да, когда ты бежишь 10 километров? Надо же о чем-то думать. Ну, казалось, вот бежишь и Эльбрус, и видишь его. Вот так бежишь, и не скучно.
Когда вот так вот думаешь, он тебя прямо тянет, ты идешь, получаешь от этого удовольствие, от этой тренировки, прибегаешь, Эльбрус, до встречи, все нормально. Все, ты выбрал цель, она перед твоими глазами. Ты идешь. О чем я думаю? Иногда вот при восхождении очень важно не задерживать взгляд на одной точке, потому что он может вызвать головокружение. То есть идешь монотонно, смотришь под ноги, вас поведет. Надо все время менять угол зрения. Так устроен вестибулярный аппарат нашего организма. Вот. Значит, о чем думать? Думать надо все время о хорошем. Больше ничего вам не скажу. Никогда. Понимаете, вот сейчас я скажу одну вещь. У нас профессионализм летчика считается, вот попал он в ситуацию, там что-то случилось, да, самолет сломался, вот надо посадить, вынужденная посадка. Профессионал тот, кто работает, и когда он работает, не думает, а что со мной будет, если я это не выполню. А что со мной будет? Я же там разобьюсь, от меня ничего не останется. Или я сгорю там. А что делает? Думает, как избежать того, что может быть. Работает. Ему некогда бояться, он выполняет задачу. Так, у меня задача, у меня вот сейчас что-то с шасси случилось, или двигатель отказал, мне надо подобрать площадку, создать скорость, снижение, которое обеспечивает максимальное качество аэродинамическое, чтобы далеко спланировать, вот, и решить эту задачу. Разве я думаю, что если я не так посажу самолет, и от меня там ничего не останется? Конечно, не думаю. Тот, кто так думает, это неправильная методика. Ты должен на работу. Так или на восхождение. Не надо думать о плохом. Ой, сейчас со мной что-то будет. Ой, мне уже так плохо, а мне еще так долго идти. И вот эти мысли, вот их подальше вот так вот ногой. И я дойду, смотри, у меня получилось, я уже на 1000. Надо все время, что делать? Вот методика такая в жизни, она по жизни. Вот я вам просто совет дам. Когда вам становится ужасно тяжело, и вы понимаете, что вы что-то не достигаете, вам это не дается, вы первое, что делаете, чуть обернитесь назад и посмотрите, кем вы были и кем сейчас стали. Оказывается, это вы там были вообще и не думали, что вы до этого места дойдете. Тогда. А сейчас вы точно так же думаете, что вам этой вершины не достичь. Но вы при этом сделали уже половину пути. Там внизу вы думали, что вы и половину не сделаете. И все время надо оборачиваться и говорить, а кем я стал? А кем я стал? Вот у меня курсанты, когда летают, у них наступает иногда момент, когда они теряют веру. У них не получается какой-то элемент на посадке. Вот. И они, Александр Борисович, что-то не получается. Наверное, авиация не для меня. Я не научусь никогда посадке. Ну, допустим, да, вот такую фразу можно услышать иногда. Ну, мы сажаем самолет, и я говорю, давай вспомним свой первый полет. А каким он был? Я говорю, я же помню, боялась всего. Самолет удержать не могла, и он туда, то вниз, то вверх. Сейчас ты, говорю, подлетаешь уже к полосе, уверенно, самолет устойчиво идет к цели. Тогда, когда ты только начала управлять, ты думала о том, что ты сможешь это сделать? Нет, не думала. Вот говорю, оглянись, посмотри назад, кем ты стала. И дальше намечай следующую цель. Она обязательно, вот когда ты посадишь самолет, ты оглянешься и скажешь, там я думала, что я этого никогда не сделаю. А здесь я это сделала. Понимаете? Вот весь секрет. Спасибо большое. Я учительница, можно для детей? Конечно. Довести до дома надо. Все? Тогда мы все уходят или все, да? Спасибо большое всем за внимание.